Дорогие друзья, мы в гостях у дизайнера-декоратора Акулины Ивановой. Сегодня мы будем говорить про новогодние игрушки снова, потому что на носу старый Новый год. И сегодня наш мастер покажет, как реанимировать старую новогоднюю игрушку и дать ей вторую жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. С чего мы начнем? Какая игрушка, ну, скажем так, у вас получилась и какая она была до переделки? Так, сегодня я хочу показать в целом 3 игрушки, как делать, да? Вот это старая игрушка. Я ее покупала лет 10 назад, и она как-то морально устарела, уже такая... Ну, не модная, не модная, да? Угу. А теперь вот в тренде такие вот бархатные игрушки сейчас. И поэтому решила показать мастер-класс, как из такой игрушки сделать такую трендовую новую игрушку. Еще хочу сегодня показать, как можно сделать такие игрушки с кристаллами. Они тоже делаются очень легко и просто. Ух ты! И еще такую игрушку из самозатвердевающей массы. И здесь я хочу написать пожелания, которые можно повесить на елку. Обычно уже у людей есть традиция вешать на елку, что они хотят получить в следующем наступающем году. Но так как год у нас наступил, можно попросить вот эти вот пожелания повесить и на старый Новый год, я так думаю. Ну, потому что новогодние праздники не заканчиваются, у нас еще и Рождество. И можно взять на вооружение на следующий год, да? Можно сделать такие подарки родным, близким, себе домой. То есть подготовиться уже к новому 2025 году. Ну что, начнем? Начнемте, да. Так. Так. Очень интересно. Знаете, вот фактура такая вот, ну, действительно бархатистая. Вот так, для этого мне нужна шпажка деревянная. Я ее так вот вдеваю, чтобы было красить удобно. Крашу акриловой обычной краской. Ну, шпажку можно под размер как-то ножиком, да? Деревянную палочку. Ну, у меня это палочка от суши, на самом деле. А если шарики, елочные шарики маленькие, то можно взять обычную деревянную шпажку. Так, и начинаю красить акриловой краской. Просто вот просто крашу. Я крашу 2 слоя. Первый слой идет как грунтовка, чтобы второй слой хорошо цеплялся. 2 слоя акриловая краска. Ну, вот эти вот игрушки новогодние, да, они очень хрупкие. То есть можно этим делом заниматься с детьми, но дети, чтобы должны были более старшего возраста, да? Да, я так и делала, что красила с детьми. Потому что игрушки, ну, сами понимаете, они очень хрупкие. Можно разбиться, можно пораниться, и под присмотром, конечно, родителей. Да, еще мне нравится давать новую жизнь старым вещам. Таким образом экономится и бюджет семьи, и более экологично. То есть эти игрушки не идут на свалку, да, а дальше служат окружающую среду. И каждый год можно перекрашивать. В этом году у меня вот такие цвета, в следующем могу покрасить и в черный, там и в другие цвета. Ну, у вас тематика нынче, как-то у вас игрушки такой вот палитры, такие сиреневые, нежно-розовые, да? Да, нежные такие цвета. Вот я 1 слой покрасила и сделала заготовку вчера, и 1 слой должен высохнуть. Вот у меня высохший первый слой есть, и я покрашу второй слой. То есть обычные акриловые краски. А насколько они дороги? Ну, в смысле, по цене дорогие. Ну, вот эту баночку я покупала за 60 рублей и покрасила, не знаю, штук 10, наверное. 60 рублей, да. Баночка маленькая. То есть насколько хватило вам этой баночки? Ну, на 6-7 вот таких больших шариков точно хватает. На 2 слоя? Да, на 2 слоя. Ну, нет, на 3 слоя. Даже на 3? Еще финишный слой будет. Вот здесь вот, я смотрю, у нас был шарик вот прям, вы знаете, такой вот, ну, вы видели, он такой вот был гладенький, да, зеркальный, хрупкий очень. А здесь вот узоры какие-то появились уже, и вот фактура шершавая. Это шарик с узорами изначально был? Изначально. Просто у меня остались шарики без узоров. А здесь у нас будет ровный такой вот, да? Так, второй слой я нанесла, и пока он не засох, я присыпаю обычной содой пищевой. Это, значит, у нас будет эффект... Эффект бархата придает. Ой, боже.
как красиво. Слушайте, ну как будто снежок. Да. Ага. Он будет белый или... Нет, я потом, потом финишный почистить слой нужно. нанесу. Посмотрите, как это очень просто. Сода недорогая, Да. краска стоит 60 рублей, шпажку можно использовать из-под сушь. Ну и, в общем, Так вот присыпала. вот оказывается, как И достигается Этот эффект. слой должен тоже высохнуть. Я вчера сделала заготовку, подготовилась заранее. Вот у меня высохший шар уже есть. И мне надо лишнюю соду стряхнуть отсюда. Беру для этого кисточку обычную малярную, стряхиваю. Обратно. То есть, смотрите, безотходное производство. Вот уже и, да, это не мусор, друзья, а это уже материал для следующей игрушки. Слушайте, ну это как просто гениально. В принципе, некоторые И могут просто. оставить вот так вот, да, как бы белая такая вот есть, Похоже на персик. белый слой такой, да. Но мне нравится более такой матовый эффект, поэтому я покрашу финишным слоем этой же краской. Слушайте, ну это надо быть фанатом. Я бы оставила вот так вот, слегка припудренные, похожие Ну, на некоторым персики. так нравится, да, некоторым так оставляют. Просто у меня вот такие заморочки, поэтому я так. Но вы дизайнер, потому что. Да. наверное, Поэтому ага. вам, как говорится, нет пределу совершенства, да? Ну, люблю, когда все идеально. Вы перфекционист. Наверняка да, были есть. отличницей в школе. Ну, не всегда, но удавалось иногда. Ой, у меня были тройки, и, знаете, по первости я как-то иногда расстраивалась, а потом махнула лапой, и нормально. Ну, у нас родители тоже как бы нас не заставляли, как бы, это было на нашей совести. Поэтому учились иногда отличница была, иногда хорошистка была. Но я особо не расстраивалась. Но все-таки, смотрите, вы как дизайнер, ну, вы больше понимаете вообще в структурировании, в композиции, там, всему же этому обучают, да, дизайнеров? Это у вас курсы или вот что вы оканчивали? Я еще не окончила, я учусь только. Так, а где вы учитесь? Учусь онлайн, онлайн-школа нитология. Курс таги называется «Дизайнер интерьера». И он довольно долгий, где-то 1,5 года обучения. Мы сдаем дизайн-проект сначала комнаты, потом квартиры, студии, потом полноценной большой квартиры и уже дома будем сдавать. То есть потом вы можете применить свои знания уже как, ну, как свою профессию, да? То Как есть- бы да, но я когда пошла обучаться, я не совсем с нуля была. Я делала дизайн-проект для своей квартиры, вот для этого дома делала. Сама у меня очень хороший визуал, насмотренность очень хорошая, да. Насмотренность, поясните, что это? Это нужно смотреть какие-то специализированные Да, надо сайты? смотреть сайты Журналы. дизайнеров, журналы по темам, вообще социальные сети дизайнеров. Вообще отмечать во всем, ну, что вам нравится, и найти свой стиль. Но иногда бывает так, да, вот некоторые думают, ну что это дизайнер, я сам себе дизайнер. Вот позову там, как там было в каком-то ролике, я не помню, Шурику закажем мойку, сантехнику. Ну и, собственно говоря, получили, что вот получили. А когда дизайнер работает, все-таки это получается на порядок выше по качеству. Чего людям не хватает, вот, допустим, вроде бы они вот все сделали по журнальной картинке, допустим, но вот итог другой совсем. Продуманности не хватает. Допустим, некоторые заказывают просто дизайн-проект, и они получают просто картинку. А настоящий, вот, когда работает дизайнер, да, он буквально каждую вот розетку, выключатель, эргономику, вот это все учитывает. И цветовая передача у дизайнера другая может быть
чем у клиента. То есть эргономика, это имеется в виду, допустим, вот я рост 1,50 м с кепкой, я должна, значит, дотянуться до верхнего шкафа, допустим, на кухне, да? Это все и чтобы мне было удобно, да? А, допустим, муж у меня 1,80 м, но чтобы ему тоже было удобно, вот как-то надо соблюсти вот этот баланс. И это вся задача, это именно вот дизайнера. И вот дизайнер проводит анкетирование, да, и целью понять, как бы, чем семья живет, которая заказывает у него дизайн-проект, какие у них привычки. И при проектировании дизайн-проекта это все учитывается. Допустим, вы встали, да, и вам удобно пойти заварить кофе, да, и для этого нужно создать кофе-бар, чтобы стояла там кофемашина, рядом все необходимое, сахар, там молоко, чашки. Ну, дизайнер продумывает все до мелочей, чтобы пользователям, клиентам было максимально очень удобно. Удобно и отвечало их стилю жизни. Да. Именно вот тем людям, которые будут жить вот в этом пространстве. Да, именно. Но это здорово. То есть, в принципе, можно к вам обратиться даже, да? Допустим, те люди, которые не обладают каким-то вкусом, которые не могут стать для себя сам себе дизайнер, можно обратиться к специалисту, и этот специалист поможет создать очень уютное, классное пространство, где вы будете проживать с огромным удовольствием, и все будет удобно и классно. Да, так и есть. В любом случае, я считаю, что человек не может все на свете знать, да, и не может совсем вот так вот сам справиться. Допустим, мы когда болеем, мы же не лечимся сами, мы обращаемся к врачам, да, потому что они обучались специально, да, они знают тонкости этой профессии, знают про организм человека и то же самое про дизайн, про дизайнеров. Эти люди обучались, они знают все тонкости, все нюансы и учтут любые мелочи, как бы, чтобы было удобно жить. И все это сделать очень стильно, модно и красиво. А скажите, вот все-таки вот мода и стиль, это вещи совместимые или несовместимые? Ведь хочется жить, допустим, сделать ремонт, тем более мы живем в такое время, вот сейчас очень непростое в экономическом плане, да, хотелось бы, чтобы было меньше затрат, ну, стараемся где-то как-то сэкономить. Можно ли какой-то дизайн продумать именно так, чтобы он был модным, скажем, ну, 10 лет, ну, как-то вот длительное время, скажем так? Да, я люблю делать именно такие интерьеры, которые будут, можно сказать, классические, да, которые будут актуальны и сейчас, и через 10, и через 20 лет. Но настроение любому интерьеру можно придать текстилем, картинами, дизайнерскими интерьерными предметами. И все это можно сделать бюджетно и красиво, чтобы было актуально не только сегодня, а завтра и послезавтра. Здорово. Классно. То есть вы можете, допустим, и студию какую-то, да, расширить, скажем так, визуально, да, небольшую студию, и можете загородный дом. Вот могут люди к вам обратиться, чтобы вы там оформили дачу, например? Да, конечно. Здорово. Ну, а как вас найти? В социальных сетях вы есть? Да, в социальных сетях я есть. А как вы называете страницу у вас? У меня страница называется DIY Notebook. В переводе это означает, что дневник «Сделай сам», потому что я люблю творить руками, у меня ни дня не проходит без творчества, и поэтому я решила так назвать свою страницу. Здорово. Ну хорошо. В общем, друзья, те люди, у кого, значит, проблемы со вкусом, в общем, со временем, самое главное, можно обратиться к специалисту. Ну что, наша игрушка высохла? Да, готова. Так. Она не высохла, она мокрая. Вот. Она должна просохнуть пару часов, и можно уже будет вдеть такой колпачок и повесить на елку. Вот, посмотрите, и вот структура получилась такая, знаете, шершавенькая, оказывается, за счет соды. А можно, кроме соды, что-то использовать еще? Ну, например, сахар. Сахар, говорят, сейчас вредно есть, но хотя бы вот в этих целях можно? Сахар вряд ли, потому что он растает. Но я знаю, что некоторые используют муку, но я сама не пробовала использовать муку. А сода, я почему использовала соду, потому что она имеет такую структуру, которая не тает от влаги и дольше сохраняет вот такую вот структуру. Вот посмотрите, на следующий год можно это дело перекрасить, да? Да, можно перекрасить. Уже не посыпать содой, а уже вот готовая, она будет бархатистая такая, ну, другого цвета. Да.
И, например, игрушки новогодние можно, допустим, в этом году у вас там тема, допустим, цвет какой-то вот сиреневый, там, нежно-розовый. На следующий год вам захочется что-то в таких оттенках, допустим, более ярких. Красные, например, шарики, да? То есть можно все оттенки красного как-то вот использовать, да, для украшения своей елки. Ну, следующее украшение. Сейчас я хочу показать, как сделать такие трендовые игрушки. Это кристаллы я покупала отдельно. В магазинах для творчества продаются такие кристаллы. Это пластиковая снежинка, и сюда я тоже прикрепила кристаллы, и она смотрится уже более интересно и объемно. Ой, как интересно. Слушайте, у меня была люстра вот с такими висюльками примерно. Нет, они были вот такие объемные. И я просто выкинула эти висюльки. Да. А оказывается, можно было их применить вот для украшения и создания новогодней игрушки. Да, вот на самом деле вот эти висюльки тоже от люстры, я их не выкинула. Я их хранила лет 10, наверное. Да, то есть не И надо вот как повторять раз пришел, за мной, вот что говорит дизайнер. А вот эти висюльки я покупала. Так, сейчас для этого мне надо... Это у вас тоже от люстры, да? Это от люстра, а вот это покупные кристаллы. Это покупные кристаллы. Вот, смотрите, снежинки. Ну, это вообще в хозмаркете можно купить такие В хозмаркете снежинки, да? продаются пластиковые. То есть как бы не проходите мимо, друзья, они стоят недорого, но зато они прослужат вам, знаете, ой-ой-ой. Я их буду крепить на проволоку тонкую для бисероплетения. Так, заматываю. А здесь отверстие есть вот в этой снежинке? Там отверстия нету, но я им... Можно замотать? Замотаю просто так. Ну, слушайте, знаете, вот для фантазии, как говорят, так, а как вы укрепили? Там с помощью... Тут дырочки есть. Так, дырочки есть. Так как это кристалл от люстры, тут дырочки есть. Я просто нанизала проволоку и прикрутила. Ага, понятно. То есть... И сейчас вот завяжу прямо на это, на снежинку. И получается, как бы на снежинке у нас вот еще такая как бы льдинка, да? Да, так как проволока тонкая, ее практически не видно. Значит, проволока это используется для бисероплетения. То есть можно приобрести в любом магазине. Да, для магазина для творчества стоит недорого, где-то 100 рублей, по-моему, стоило. Так, весело. Очень красиво, здорово. Значит, самый-самый такой, ну, как бы ваш совет, вот, допустим, чтобы дизайн был всегда у вас актуальным в вашем доме, это все-таки остановиться на классике, да? Чтобы она была, ну, скажем, и сегодня, и завтра, и через года, и это было, ну, скажем так, всегда, ну, не старомодно, да? Да, да. А обновлять можно за счет каких-то деталей, того же, допустим, ну вот шторы, например, подушки. Текстиль всегда меняет настроение комнаты, помещения. Поэтому можно сделать светлые стены, да, и добавить цвета чисто текстилем, мебелью, имеется в виду обивкой дивана, кресел. И, допустим, если добавить голубые оттенки, то помещение будет, соответственно, светлое, да, холодное вот такое вот, да. А если мебель, текстиль сделать темного цвета, даже светлые стены будут казаться как-то темными, брутальными такими. Вот. А если, например, вообще отказаться от штор? Ну, если это частная территория, частный дом, да, загородный, ну, можно вообще не использовать шторы? Да, так можно сделать. Если у вас большие панорамные красивые окна, зачем их прятать за шторами, и если у вас вблизи нету соседей. И чтобы спрятаться от солнца, можно просто повесить невидимые рулонные шторы. Они будут их можно опускать только ночью, или от яркого солнца защита, а в остальное время окна могут быть открытыми. Я не против такого варианта. Очень даже красиво смотрится. А то вот многие, знаете, ну по старинке говорят, ну как так, как без штор, как будто вот у вас ну, стены голые, как бы, да? А оказывается, вот дизайн, он, в общем-то, современный позволяет такие вещи. Есть такие варианты. Так, вот смотрите, как красиво готова. получилось. Вот такая вот красота. Ух ты, здорово. Получилась. Смотрите, вот, пожалуйста, детали от люстры.
Буквально пару минут, и у вас готовая красивая Новая игрушка. Причем не то, что новая, она оригинальная. То есть такой игрушки ни у кого вы не увидите, ни на какой елке другой. Да. Мгм. Так, И и вот еще одно следующую украшение. игрушку я хочу показать. Вот такую из самозатвердевающей массы. Она тоже продается в магазинах для творчества. Вот такая вот. Она как тесто. Мгм. Сейчас я... Слушайте, а тесто можно вообще использовать? Соленое тесто можно, ага. Соленое прям, Соленое да? тесто прямо делается для лепки. Как здорово. Можно сварить и делать. Но так как мне намного удобнее из такой массы делать, я взяла такую массу. Ну, то есть в домашних условиях, если, допустим, нет массы этой, или, может быть, наши телезрители живут где-то в отдаленном населенном пункте, ну, где нет такого магазина поблизости, можно использовать Соленое масло, да. Рецептов, тесто. соленого теста рецептов очень много в интернете, можно найти. И это тесто хранится очень долго, можно в холодильнике хранить и периодически вытаскивать и заняться творчеством с детьми. Вот Это здорово. экологично и полезно. для детей, потому что пластилин, он же такой, некоторым детям Да, противно и пользоваться. развивается моторика рук у детишек, и развиваются тем самым когнитивные способности у детей, очень такие, ну, скажем, более... Да, так, ну что, это... Это силиконовый коврик у меня, чтобы не заморать стол. Все, я раскатала массу, и теперь можно вот формами для печенья. Скалочка у нас. Ну, Формами как для тесто. печенья сделать любую форму. И сразу делаю дырочку для веревки, чтобы вешать на елку. Так, вот дырочку сделала, и все. И оставляю сушиться где-то на сутки. А можно как-то, допустим, если это тесто, взять и в духовке? Нет, тесто в Не- духовке не- не делать. нельзя. Тесто тоже сушится на воздухе, вот так вот. Так, как долго высыхает такая игрушка? Такая игрушка где-то сутки сохнет. Я вчера вот сделала заготовки, и сейчас А если тесто? тесто тоже сутки сохнет. Так, заготовки сделала. Сейчас я покажу, как можно задекорировать. То есть вот такая вот неспешная работа, она должна быть, скажем так, запланирована немножко заранее до предстоящего какого-то праздничного торжества, будь это Рождество или Старый Новый год, ну или, собственно, сама новогодняя ночь. То есть нужно озаботиться этим вопросом уже где-то в начале декабря, наверное, да, или ну, далеко задолго до праздничных мероприятий, скажем так, да, новогодних. Да, ага. Дорогие друзья, вот смотрите, это уже готовая игрушка, которую разрисовала наша дизайнер. Смотрите, как изящно, красиво, с каким вкусом оформлено вот это вот. Очень просто, но как красиво. Вот такая игрушка своими руками. То есть можно изготовить это и самим, и с детьми, ну и как-то вообще сделать традиционно, допустим, подготовка к Новому году, какой-то вечер посвятить именно украшению, созданию украшений для своей новогодней елки. Ну вот, мы Так, будем... Сейчас я буду декорировать. Для этого мне нужны акриловые краски. Я выбрала зеленый, красный и черный. Так, я хочу здесь нарисовать типа веточки. Так. Зеленый у меня такой неяркий. И знаете, вот говорят же, мысли материально, да? То есть, когда вот вы неспешно так занимаетесь вот таким вот творчеством, вы, конечно, вкладываете частицу своей души, частицу своих каких-то вот хороших помыслов, да, о своей семье, ну или вот вы делаете, допустим, в подарок кому-то игрушку, то есть вы вкладываете все самое лучшее, ну, скажем, мысли хорошие, Да, с да. благопожеланиями. Как говорится, подарки, сделанные своими руками, самые лучшие, да? Да. Они дороги как раз-таки, потому что они в единственном экземпляре. Это не какая-то штамповка, а это творчество, это душа изготовителя. Ну и в целом во всем мире ручная работа очень ценится, да? Потому что она... Ой, как красиво получается, боже мой, как эксклюзивная. красиво. Посмотрите, как нежно. Вот и совершенно два штриха и сказка.
Ну, здесь можно еще написать пожелания, которые вы хотите пожелать или себе, или своим родным, которым вы будете делать подарок. Допустим, я тут пишу счастье, да? Так, сначала вот карандашиком напишу. Можно простым карандашом, Можно простым карандашом. а потом уже вот по трафарету. И вот я вот чуть-чуть кривенько получилось. И обведу акриловой краской. То есть карандаш это обычный вот красный карандаш, да? Простой карандаш. Не фломастер какой-то. Можно, в принципе, маркером сделать и не обводить акриловой краской, да? Просто у меня сейчас под рукой нету маркера, поэтому то я есть можно решила. маркером. А маркеры, Это они, же как бы творчество. они можно- бывают с тонким, да, вот этим Бывают, ага. стержнем. То есть у меня как-то в голове, что маркер это обязательно что-то такое толстое такое. Скажите, а вот эта масса, она насколько, ну, дорого обойдется, если Я покупать покупала за специально? 400 рублей эту массу, и из этой массы можно весь, как бы, всю елку украсить. В общем, такой брикетик, ну, хватит, наверное, надолго, да? Надолго Ну, в смысле, хватит, на много игрушек. Можно даже всю новогоднюю свою елку изготовить вот из одного брикетика, да? Ну, Да, смотря да. какая елка, конечно. Если она небольшого размера, то вполне хватит, наверное, и полпачки, да, вот этой вот массы. Да, еще вот можно А где ее сделать- хранить? В холодильнике? В холодильнике я храню. Так, точно не знаю. Так, все. Ух ты! Праздничная игрушка Как с пожеланием красиво! Да. готова. Здорово. И тоже потом в эту дырочку вдеваем, Вдеваем ниточку. ага. Можно повесить на елку. И можно повесить на елочку. Ну что, дорогие друзья, это классно, это круто. Вот изготавливать новогодние игрушки своими руками и каждый год менять декор для своей новогодней елки. Это здорово. Это очень просто, оказывается, и совсем не трудно. И в этом деле могут поучаствовать все домочадцы. Спасибо, что посмотрели мои мастер-классы. Очень благодарна вам за уделенное время и желаю вам творческого вдохновения. Надеюсь, мои мастер-классы пришлись вам по вкусу и будут вам полезны. Ну что, дорогие друзья, будем пробовать и учиться.